Образовательная поездка в Стамбул для педагогов абхазских колледжей и предпринимателей, сотрудничающих с ними, это очередная ступень совместной программы ЕС-ООН по улучшению среднего профессионального образования в Абхазии. С 23 по 28 августа группа из 10 человек знакомилась с организацией профтехобразования в Турции. В первый же день группа посетила Стамбульский ремесленный центр, где трудятся и продают свои товары художники-керамисты, ювелиры и каллиграфы. В Турции, я так обратил внимание, есть такая концепция экономическая, называется «экономика простых вещей». То есть некоторые простые вещи можно сделать на месте. И это мы увидели, например, вот, когда мы были в центре хендикрафт по народным промыслам, мы видели, что просто восстанавливая народные промыслы, они делают многие простые вещи, но они эти вещи реализуют и местным жителям, и туристам, и получается такая хорошая, так сказать, синергия для того, чтобы обеспечить себя экономически. Посещение Академии кулинарного искусства МСА произвело большое впечатление на педагогов и предпринимателей из Абхазии. Это одна из лучших частных кулинарных школ в мире с курсами для профессионалов и любителей, собственным музеем и рестораном, а также сетью торговых точек, где продается фирменная выпечка и бургеры. После экскурсии по внушительной территории Академии ее создатель Мехмет Аксель, эксперт мирового уровня в сфере профессионального образования, рассказал абхазской группе об организации учебного процесса и ответил на все вопросы, включая те, что составляли коммерческую тайну. Видела, значит, в Академии кулинарного искусства некоторые вещи, которые я бы хотела у себя в колледже реализовать. Допустим, наши студенты готовят, а вот то, что готовится, нам негде его реализовать. И хотелось бы во дворе, значит, иметь ларек, если это можно так назвать. То же самое видела я там, где студенты, значит, учатся реализовывать и готовить. Очень бы хотелось бы сделать, потому что это дает какие-то копейки в наш колледж, чтобы потом приобрести продукты, чтобы они завтра могли уже другое блюдо готовить. Они учатся на этом. В рамках поездки были запланированы встречи с представителями организаций, реализующих проекты по развитию профтехобразования в Турции. Из-за пандемии все эти встречи прошли в онлайн-режиме. Чиновники, представители НПО и международных организаций рассказывали о своем опыте и о самых успешных проектах, реализованных в Турции. Основное меня, что заинтересовало, это связь колледжа с частным бизнесом. Когда частный бизнес на специальном сайте или на специальной площадке размещает свои якобы заявки. То есть не заявка, а свои потребности. Мне нужно 10 электриков. То есть на основании этих заявочек формируются потребности колледжа. То есть, в принципе, можно и у нас так сделать, какую-то платформу, где будут учтены потребности предприятий, как частного, так и государственного сектора. Несмотря на пандемию, абхазская группа смогла посетить университет Сабанчи, один из самых престижных и инновационных вузов Турции. Обучение в нем проходит по гуманитарным и техническим направлениям и стоит от $15 тысяч за год. Но при вузе есть фонд, который обеспечивает полную или частичную поддержку талантливым студентам. За 25 лет существования вуза они сделали 118 научных открытий и подали 61 заявку на патент. Молодежь приходит, или молодые люди, скажем так, их родители, если честно говоря, их родители приходят со своими деньгами, то есть они заказывают музыку. И, конечно же, молодежь хочет учиться самым разным специальностям. А университет перепрограммирует их или убеждает их, как-то работать с ними таким образом, что 70% молодежи, которые приходят получать знания, компетенции, навыки, они выбирают технические специальности. То есть им показывают, что в этом перспектива, в этом возможность самореализации, в этом возможность найти хорошую работу, и в этом направлении есть возможность хорошо зарабатывать. В ходе многочисленных зум-конференций абхазская группа узнала о проекте по минимизации пластика в общем объеме мусора, который реализовали в Стамбуле в партнерстве с городскими кофейнями, а также о программе поддержки женщин-студенток технических направлений. При администрации Стамбула действуют краткосрочные бесплатные курсы, на которых можно повысить квалификацию за неделю или приобрести новую профессию за 3. Самая главная такая мысль, которая сформировалась вообще в результате всей поездки, это то, что, как сказал Даур, государство вовлечено в образовательный процесс. То, что государство связывает людей, которые ищут работу, и связывает тех, которые хотят предоставить эту работу. Много ребят, которые ищут
работодатели ищут, где выучиться, может быть, не знают, может, кто-то им не подсказал. В частности, вот как мэрия Стамбула занимается помощью трудоустройства, наша мэрия, может быть, не знаю, Министерство образования, может быть, неправительственная организация, либо кто-то еще мог бы заняться вот этим вопросом, организовывать тех, которые хотят учиться, и тех, которые хотят преподавать. Одна из главных целей визита в Стамбул – изучить турецкий опыт организации образования и продумать, какие идеи можно применить в Абхазии. Я работаю с молодежью, и в Турции мы увидели много разного ремесла, которое может быть полезно для молодежи, для людей, чем они могут заниматься и зарабатывать. И вот где мы были, где на посуде рисовали, на керамических изделиях рисунки, надписи, все, что относится к истории Турции. Это можно возрождать здесь, и здесь, я думаю, это была бы неплохая идея, потому что это можно было бы использовать и как с туристами, то есть как сувенирные изделия, так и с местными людьми, которые хотели бы у себя в доме иметь подобные вещи. Совместная программа Европейского Союза и ООН по улучшению среднего профессионального образования реализуется в Абхазии уже 3 года. При поддержке программы колледжи и техникумы республики были отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, программа обеспечивает повышение квалификации преподавателей, в том числе в ходе образовательных поездок за рубеж, и привлекает активных молодых предпринимателей к сотрудничеству с колледжами. Цель программы – повышение престижа профтехобразования и привлечение молодежи к освоению рабочих профессий. Надежда Боровикова, Саид Айба, Абаза ТВ.